11 ноября состоится традиционное мероприятие «Прямая линия главы Республики Башкортостан». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Представляю гостя в студии Арсен Шейхметов, старший преподаватель кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий. Арсен Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, впереди предстоит мероприятие 11 ноября. Достаточно уже традиционно глава республики ответит на вопросы жителей Башкортостана. Вот это такой формат, скажем так, без прикрас, без монтажа, без всего. Да. Здесь нужна определенная смелость, потому что могут прозвучать самые разные вопросы, в том числе и неудобные. Что скажете? Ну, это действительно уже устоявшийся формат, ставший такой традиционным. Во многом он задает моду и тренды на следующий год. И на федеральном уровне, и на региональном мы наблюдаем подобного рода прямые линии. Если мы говорим про регионы, то здесь далеко не каждый глава региона проводит подобного рода мероприятия, потому что в целом не каждый может выйти на широкую публику и объясниться с обществом. Где-то это сложные вопросы, где-то это вопросы базового бытового характера, где-то это вопросы, которые касаются стратегии развития региона и перспектив жизни на ближайший год, особенно в условиях таких вот перманентных кризисов, которые мы на сегодняшний день наблюдаем. У нас была пандемия COVID-19, потом специальная военная операция, санкционная политика. Все это нам диктует определенные условия, в которых мы на сегодняшний день проживаем. Да? И дать решение в моменте на вопросы, которые появляются, дать инструменты, которые могут как прямо сейчас, так и в будущем решить эту проблему, это, конечно, определенного рода сложность, с которой могут справиться далеко не все. Плюс это, конечно, очень важное мероприятие и для самого руководства региона. С одной стороны, это возможность решить сложные вопросы, которые не решались где-то и годами, в том числе и для этого существует подобного рода прямая линия. Во-вторых, это и некий терапевтический эффект для общества. Все-таки, когда есть ритуальные, постоянно повторяющиеся мероприятия, происходящие из года в год, это своего рода подчеркивает, что все идет в плановом режиме, нормально. Да? И плюс, когда на широкую аудиторию решаются проблемы, подчеркиваются те достижения, которые произошли в последнее время. Когда происходит прямой диалог общества и власти, когда разъясняются какие-то сложные вопросы, которые даже на кухнях порой обсуждаются, но далеко не всегда выносятся в паблик, это своего рода тоже инструмент успокоения общества, нормализации коммуникации и взаимоотношений в обществе. Ну и в целом это тот инструмент, который очень актуален для 21 века. Все-таки 21 век – это век информационных технологий и коммуникаций, и в этом плане общение постоянно регулярное, искреннее и проблемное, в том числе задающие какие-то определенные проблемные вопросы, решающие их, это, конечно, тоже очень полезный эффект. Да? Ну и плюс для власти это тоже и имиджевая история, во многом объясняющая то, что власть достаточно компетентна, власть помогает решать вопросы, которые возникают на местах, и власть в целом контролирует ситуацию и держит руку на пульсе. Знаете, зрители и жители республики в целом обращаются с вопросами к главе самыми разными. И в том числе есть такие казалось бы, очень мелкие, условно, построить пандус в доме. Да? Я понимаю, что жители республики это тоже волнует, да? Может быть, не их большую часть, но так далее. Но означает ли это, что на местах до муниципалитетов не достучаться, проще дозвониться до главы? Мы здесь наблюдаем несколько сюжетов. Во-первых, это, в принципе, особенность политической культуры нашего общества. У нас общество всегда апеллирует к верховной власти. Слабо где-то веря в свои собственные ресурсы, слабо веря в ресурсы местной власти, где-то действительно получая отказ в моменте, да, и не желая в дальнейшем как-то продолжать коммуницировать, взаимодействовать, да, предпочитая сразу таким образом обращаться к первому лицу, либо региона, либо иногда страны это происходит, рассчитывая на решение этого вопроса, либо просто в целом пользуясь инструментом того, что это выносится в публичность. На сегодняшний день для этого есть инструменты совершенно разные. Это и обращение через социальные сети. В принципе, та же публичность, да, может быть, не на широкие медийные экраны только. Это и инструмент обращения, но, как правило, люди предпочитают таким образом это осуществлять. Здесь мы, конечно, можем выявить некие нарушения этих коммуникационных веточек на местном уровне, но надо понимать, что и у муниципалитетов тоже очень сильно ограничены ресурсы. Они планируют свой бюджет на год вперед, и
далеко не для всех местных инициатив находится финансирование здесь и сейчас. Иногда оно откладывается, иногда оно относится на какой-то более отдаленный период, но для решения вот этой проблемы здесь и сейчас, в моменте, конечно, для людей этого мало. Они хотят, чтобы проблема решилась, у кого-то это действительно сложная жизненная ситуация, и они пользуются подобного рода трибунами. Плюс, не секрет, что и муниципалитеты на сегодняшний день тоже готовят некую такую линейку вопросов для того, чтобы подсветить их в рамках прямой линии и таким образом тоже постараться решить какие-то закоренелые вопросы. В этом плане мелких вопросов, конечно, не бывает. Каждый вопрос важен для кого-то или для какой-то группы людей, и для них, для всех находится место. По итогам каждой прямой линии те вопросы, которые поступают, даже если они не озвучиваются, они обрабатываются в ЦУРе, в администрации главы республики, в правительстве и в дальнейшем тоже распределяются в качестве поручения для того, чтобы исполняться. Да? Поэтому это еще один из инструментов, которые позволяют решить сложные вопросы. Как вы думаете, какие сейчас вопросы волнуют общество нашей республики? Из каких сфер? В первую очередь тематика будет посвящена специальной военной операции, как и в прошлом году, предполагая, что глава республики начнет свою речь именно с этого, и многие вопросы так или иначе будут концентрироваться. Это все-таки такое магистральное событие, которое идет уже в контексте последних 3 лет. Это и непосредственно помощь, которая оказывается на фронте, это и особенности нашей так называемой гражданской жизни здесь и сейчас, это и поддержка семей участников специальной военной операции, это те меры, которые принимаются в Республике Башкортостан для предотвращения различного рода возможных атак, которые мы тоже наблюдаем. Вот. Ну и в целом проблема кибермошенничества, например, она тоже так или иначе проистекает из последствий специальной военной операции, и в целом тоже она будет в фокусе внимания. Помимо этого, я думаю, остальные темы будут традиционные. Социальный блок, как правило, в первую очередь волнует регионы. Вот. Это и поддержка на местах, это и образование, и здравоохранение, развитие культурной жизни. Думаю, что отдельный акцент будет сделан главой республики на стратегии развития республики, как на ближайший год, так и на последующие несколько лет. Все-таки и экономика находится в сложном состоянии. Недавно Ради Хабиров объявил курс на бережливую экономику, так сказать, на более эффективное расходование бюджетных ресурсов. Вот, и в целом на повышение эффективности при имеющейся ресурсной базе экономического развития. Плюс все-таки тоже та череда вызовов, с которыми сталкивается республика последние годы, она тоже требует своего объяснения. Поэтому я думаю, что будет сформирован некий такой образ будущего, тем более такой вот первый год в статусе своего второго срока Ради Хабиров уже тоже отработал, и некое визионерство тоже от него в этой части требуется. Плюс, мне кажется, что будут тоже разъяснены такие сложные узловые вопросы, на которые, может быть, глава республики не особо высказывался за последний год, но на прямых линиях он пользуется этой трибуной для того, чтобы прояснить подобного рода моменты. Это антикоррупционные кейсы, это, например, реконструкция памятника Салавату Юлаевой, я думаю, в очередной раз будет подчеркнуто, что памятник находится на реставрации, обязательно вернется. Ну и плюс это тоже некое подведение минувшего года. Те крупные проекты, которые реализованы, инфраструктурные в первую очередь, и те проекты, которые предполагаются к реализации в ближайшие годы, то есть те, которые станут флагманскими в качестве развития региона. Знаете, когда мы записывали интервью с теми, кто получил уже в предыдущие прямые линии ответ на вопрос от главы Республики Башкортостан во время прямой линии, они говорили о том, что они вот отправляли свой вопрос и не особо верили, что получат ответ. Означает ли, что в обществе, может быть, не всегда вот дожидаются ответа? Мы сейчас с вами говорили о том, что в муниципалитете, да, у нас не до конца коммуницируют, не до конца, может быть, доверяют. А почему сейчас, даже когда глава всегда открыт, у нас есть и ЦУР, через который всегда задают вопросы, и социальные сети, почему сейчас общество не всегда верит в то, что вопрос дойдет до адресата? Наша жизнь, на самом деле, очень стремительно ускорилась. Если прежде для обработки обращения требовалось 30 дней, ну и сейчас по закону это так же, да, но в принципе ты отправляешь обращение, 30 рабочих дней есть у госоргана или муниципалитета для рассмотрения этого обращения. Еще они могут продлить этот срок. И не все знали об этом инструменте. На сегодняшний день решение оперативной проблемы требует даже не несколько дней, а несколько часов. Люди, отправляя сообщения, например, в социальных сетях, рассчитывают, что их проблема будет решена
максимально быстро, да, молниеносно. Или оставляя какую-то заявку по телефону, тоже создается эффект того, что это должно решиться здесь и сейчас уже, да, без какого-либо отлагательства. Это эффект, который вот на нас оказывают наши гаджеты, когда и сообщения быстро, моментально доставляются, и звонки тоже доходят, и, в общем-то, любой контент мы можем получить вот в дистанции нескольких секунд или минуты, да. Вот это такая медиатизация нашей жизни, она во многом и задала новый темп для жизни. Все так же, как и на экране, должно решаться очень быстро, молниеносно, да, и в этой части люди совершенно не готовы ждать. Это тоже один из вызовов, с которыми сталкивается власть. Ты как будто бы можешь тоже решать проблему, но уже на самом деле недостаточно быстро. У тебя на это есть несколько часов, вот, или там несколько минут даже порой. Вот. Это особые требования, которые предъявляет нынешнее общество к власти. Да, поэтому в этом контексте ожидание решения проблемы там, в контексте, может быть, месяца, вот, или даже нескольких месяцев, это то, что на сегодняшний день непозволительно. Нужно молниеносно решать, нужно это делать очень быстро. По большому счету власть на себя должна брать вот образ таких супергероев, да, которые вот как Бэтмен там, ночью прилетает и молниеносно решает все вопросы, город просыпается утром и как будто бы ничего не было, да, живет своей обычной жизнью. Вот примерно сейчас власть и должна так действовать. Да. Для нее это большой вызов. Не всегда хватает ресурсов, материальных ресурсов, человеческих ресурсов, временных ресурсов в том числе. Да. Вот. И поэтому у людей действительно сформировалось особое требование. Не просто качество, не просто решение проблемы, а решение прямо здесь и сейчас. В краткие сроки. А статистику смотрели о том, как решаются эти вопросы, в какое время? Решаются ли те вопросы, которые озвучивают во время прямой линии с главой? Выверенной статистики на этот счет быть не может, потому что очень разные проблемы требуют совершенно разного по времени решения. Да. Какие-то можно решить молниеносно, в действительности, да, для этого достаточно просто какой-то воли на местах. Ну вот не дошла очередь до этой проблемы, не успели ее решить, отложили в долгий ящик, да, бывают такие случаи. Некоторые проблемы решаются достаточно быстро. Да. Мы наблюдали, что, например, на прошлой прямой линии, что ряд вопросов снимался уже в рамках этой же прямой линии. Там главы муниципалитетов давали какие-то поручения, или глава республики там действительно обращал внимание на этот вопрос, говорил, да, действительно, мы им займемся, как-то вот раньше не попадал в фокус нашего внимания. Ряд вопросов действительно требует, значительного срока. Да? Если мы говорим про инфраструктурные проблемы, здесь необходимо получить изначально финансирование, сделать проектно-сметную документацию и все прочее. Быстро это сделать невозможно. Тем более для этого на сегодняшний день часто надо встроиться в какой-то федеральный нацпроект, это подача заявки, это процесс одобрения, не всегда успешный. Да? И вот прям ряд инфраструктурных проектов, которые сейчас тоже перспективно планируются для развития в Уфе, они, вот, к сожалению, в нацпроекты не попадают ни под один. Да? Но это означает, что тоже какое-то количество времени нужно будет подождать. Да? Либо строительство и реконструкция мостов, она тоже занимает несколько лет. В этом контексте рассчитывать на скорые результаты невозможно. Но, на мой взгляд, главное, что проблема берется в оборот, сдвигается с мертвого места, с точки, да, с какой-то мертвой точки, и начинает решаться, и это уже главное. Руслан Маратович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, пообщались о том, чего вы ждете от прямой линии, чего стоит ждать нашим телезрителям. Итак, я напоминаю, что прямая линия с главой Республики Башкортостан состоится 11 ноября. В студии на наши вопросы отвечал Арсен Шейхметов. Это старший преподаватель кафедры политологии и связи с общественностью Уфимского университета науки и технологий. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.